Нян хирархуй, чи районный глияр, күз вирда саул хура, алук сзади кудя, же сзади часто же грипп, бронхит обостряться же пневмония, за кеса кюрелди, пневмонит кахтила чида, хамани микевлила жеза чаул тирля. Пневмония это острое инфекционное заболевание. Распространенное, оно тяжелое заболевание, достаточно распространенное. Заболевают люди всех возрастов, молодые, дети, взрослые, старые, все. Но молодые, пока иммунитет хороший, у них частота заболеваний меньше, где-то 0,1% до 1% доходит. Но у более старших группах населения этот процент возрастает с 2,5 до 4%. Это бактериального происхождения заболевания. Причина возникновения часто связывается с переохлаждением, но не всегда. В основном причина остается невыясненной. Заболевание начинается остро, с болей, со слабости необоснованной, с болей в грудной клетке, больше в боковых отделах, с одышки, с высокой температуры. Первые дни кашель может быть сухой, затем переходит в кашель с мокротой, с гнойной мокротой, ржавой мокротой. Состояние на вид тоже при осмотре тяжелое состояние, с бледные кожные покровы, с раздуванием крыльев носа. А более старших людей, старческого возраста, у них может быть еще наслоение такой неврологической симптоматики, как бред, галлюцинации и психомоторное возбуждение. Температура может держаться несколько дней, но с началом антибиотикотерапии температура обычно на второй-третий день идет на спад, наступает улучшение. Диагностика обычно протекающей пневмонии не затруднительна. Осмотр, аскультация, перкуссия дает возможность ставить диагноз пневмонии. И обязательно кровь покажет воспалительную реакцию, и уже окончательно диагноз ставится на основании рентген-исследования. Покажет участок, где находится, какой участок, насколько это распространено в ткани легкого. Пневмония хорошо поддается лечению. От начала антибиотикотерапии на третий, на второй день уже улучшает состояние больного. Лечится пневмония на амбулаторных условиях, но госпитализация тоже показана людям старше 65 лет с сопутствующими заболеваниями, у которых тяжело протекает, лихорадка более 3 дней. И это в основном бывает у людей с сопутствующими заболеваниями. Сахарным диабетом, с хроническими сердечными заболеваниями, хроническими бронхолегочными заболеваниями, с наркоманией, которая состоит на учете по поводу алкоголизма, с хроническими заболеваниями почек, печени. И если на амбулаторном лечении, если 3 дня особого эффекта нет от проводимого лечения, то нужно думать о смене антибиотика, и более нужно антибиотик подбирать. А остальные все препараты назначаемые – это вспомогательное лечение. Критериями эффективности лечения являются температура меньше 37,5 градусов, отсутствие гнойной мокроты, отсутствие дыхательной недостаточности. Если в течение 3 дней даже какая-то температура сохраняется, какие-то симптомы сохраняются, это не означает, что не помогает лечение. Лечение продолжать нужно. В течение 7 дней проводится антибиотикотерапия, в более таких случаях, не типичных случаях, до 14 дней. Если выздоровление наступает в течение 3-4 недель, если в эти сроки разрешение пневмонии не идет, не наступает, необходимо дообследовать больного в обязательном порядке. Это компьютерная томография органов грудной клетки и фибробронхоскопия. Обязательно консультация уже в непосредственных центрах, специализированных центрах пульмонолога и других специалистов, какое дальше заболевание подозревается.
Это обязательно. Хочу несколько слов сказать о профилактике пневмонии. Ну, конечно, здоровые люди, у кого хороший иммунитет, эти микробы везде они есть, около всех людей, но заболевают некоторые. У кого хороший иммунитет, здоровый образ жизни, кто ведет, они в основном очень маленький процент заболеваемости. Ежедневное закаливание организма. Помимо этого проводится пневмококковая вакцинация и гриппозная вакцинация. Пневмококковая вакцинация делается людям старше 5 лет, от 2 лет до 64 лет, у кого есть сопутствующие заболевания, которые были названы, это сахарный диабет, хронические заболевания печени, почек, наркомания, алкоголизм, сердечно-сосудистые заболевания хронические, длительные, бронхолегочные заболевания. И детям, начиная от 2 лет, у кого есть иммунодефицит, приобретенный или врожденный иммунодефицит, у кого имеется, от 2 лет их вакцинируют, рекомендуется. У нас в стране не обязательно, не то что не обязательно, по желанию делается добровольная вакцинация. А гриппозная вакцинация, она высокоэффективна у людей до 65 лет. А старше 65 лет умеренная эффективность. Дело в том, что есть группы риска, которым рекомендуется гриппозная вакцинация. Это люди старше 50 лет, находящиеся на доучете, на диспансерном учете с хроническими заболеваниями, вот названы выше заболевания. Всех больных, включая бронхиальную астму, бронхолегочные заболевания. Женщины беременные на 2 и 3 триместре необходима вакцинация. Персонал больниц и поликлиник, и персонал, ухаживающий персонал, и врачебный персонал, обслуживающий персонал в пансионатах и домах престарелых. Ну, что я могу сказать, у нас наша больница, наш район получили вакцины гриппа. Сейчас уже медсестры ходят по домам, по организациям, не отказывайтесь, я тоже рекомендую. Кто уже 1-2 раза это делал, вакцинацию, они уже знают, что у них эпизодов инфекции в зимнее время, в осеннее время нет. У них, когда нет инфекции, когда нет больницы, это комфортно человеку, и плюс экономическая выгода.